Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов посетил Сунжинский район, чтобы оценить ход уборочной кампании. Он побывал в СПРК АМА, где ознакомился с ходом работ и провел совещание с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств. Глава подчеркнул, что предприятие в 2023 году прошло сертификацию семеноводческого хозяйства и уже с 2024 года планирует обеспечить качественными семенными материалами местных сельхозтоваропроизводителей. Глава республики подчеркнул важность сотрудничества властей и сельхозпроизводителей для успешной уборки урожая. Он также отметил необходимость поддержки фермеров и развития сельского хозяйства в регионе. В Ингушетии проходит второй этап конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство. Члены комиссии выезжают к участникам, чтобы лично оценить их приусадебные участки. Напомню, победитель конкурса получит 500 тысяч рублей. Занявший второе место 300 тысяч, третье 200 тысяч. Остальные участники получат по 50 тысяч рублей. Конкурс проводится 4-й год подряд по инициативе главы региона Махмуда Али Калиматова. Работы по модернизации водоснабжения продолжаются в Сунже. В городе активно реализуется муниципальная программа по обновлению коммунальной инфраструктуры для обеспечения качественного водоснабжения. Сейчас рабочие заняты заменой ветхого водопровода протяженностью 600 метров на улице Льва Толстого. В этом году в рамках программы планируется заменить 3,5 километра ветхих сетей. Уже обновлен водопровод на 6 улицах – Ленина, Энгельса, Колхозная, Шерипова, Трудовая и Комсомольская. В Назрани продолжаются масштабные дорожные работы. Сейчас идет ремонт проспекта Базоркина. Недавно начались работы на улице Октябрьская. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году в городе ремонтируют 9 важных улиц. Это улицы Насыркордская, Могушкова, Гербек-Хаджи, Шаймиева, Фабричная, Таргимская, Барханоева, Октябрьская, проспект Базоркина. Работы на улицах Шаймиева, Таргимской и Фабричной уже завершены. Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц семьям с детьми. Эта инициатива входит в пакет поправок в бюджет на текущий год и изменений в налоговый кодекс. Выплата положена работающим родителям 2 и более детей, с доходов которых был уплачен подоходный налог, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства в России. Госдума приняла в 3-м чтении закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор в России. Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно. Максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет постепенно расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1% пункту в год до 2029 года, а позже не выше 5%. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей, и взимать его будут не с человека, как это было в курортном сборе, действующем в ряде регионов России с 2018 года, а с отеля за каждый занятый номер. Для обеспечения технологического суверенитета к запуску готовятся новые нацпроекты, которые сформированы с учетом приоритетов, определенных в послании президента Федеральному собранию, рассказал глава правительства Михаил Мишустин. В их числе средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, развитие космической деятельности, новые технологии сбережения здоровья, новые атомные и энергетические технологии и транспортная мобильность. До 1 сентября все инициативы поступят на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Реализация проектов начнется с начала 2025 года. Еще один нацпроект «Беспилотные авиационные системы» уже запущен с 1 января текущего года. В Государственной Думе предложили повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. С подобной инициативой выступила первый заместитель главы Комитета Нижней палаты по просвещению Яна Лантратова. Депутат уточнила, что ее предложение предусматривает повышение стипендий студентам, которые имеют оценки «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо». По ее словам, нужно повысить выплату тем, кто обучается на всех курсах образовательных программ и имеет право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя, инвалида 1, 2 или 3 группы.
По итогам января-июня текущего года федеральный бюджет сложился с дефицитом в 929 миллиардов рублей. Данные приводит Минфин. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в первой половине текущего года составил 18 триллионов 22 миллиарда рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3% год к году. В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется, исходя из предельного размера бюджетных ассигнований и размера дополнительных ненефтегазовых доходов. Увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете. Государственная Дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 марта прошлого года действует ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.